В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшевшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. «13 лет назад не стало второго президента Абхазии Сергея Багапш. Абхазским ательерам презентовали площадку самого крупного онлайн-агентства в России по бронированию жилья «Островок.ру». Завершился турнир по мини-футболу на Кубок А-Мобайл. Он был доступен, прост и человечен. Так говорят про второго президента Абхазии Сергея Багапш. Хотя ему досталась совсем непростая политическая судьба, несмотря на сложное время, на переломе исторических эпох, Сергей Васильевич останется в истории как политик, сумевший добиться международного признания для своей страны, сумевший восстановить территориальную целостность Абхазии, сохранив жизнь людям в Кадорском ущелье в 2008-м. Благодаря его личным качествам у Абхазии появилось много друзей. 29 мая, в тот трагический день, когда не стало Сергея Васильевича, люди несут цветы на его могилу, с теплотой вспоминают о нем в социальных сетях. Он в светлой памяти народа останется всегда живой. В день смерти второго президента Абхазии в его родное село Джгярда, где он похоронен, со всех концов Абхазии приезжают люди. Цветы к могиле Сергея Васильевича возлагают представители руководства страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность. Все те, кому дорога память о светлом человеке, так сильно любившим родину и посвятившим служению ей всю свою жизнь. Сергей Багапш был настоящим патриотом Абхазии. Пройдя вместе с народом через самые сложные испытания, политик сыграл выдающуюся роль в истории своей страны. Простой, коммуникабельный и энергичный, мудрый политик и крестьянин. Каждому, кому доводилось с ним общаться, Сергей Васильевич дарил частичку тепла. «Я верю в доброту и человечность». Это слова второго президента Абхазии Сергея Багапш и жизненный принцип. Думаю, все будет хорошо. Я оптимист. Сергей Багапш жил и работал в интересах своего народа на переломе исторических эпох. Политическая карьера будущего президента Абхазии началась с должности первого секретаря Абхазского обкома ЛКСМ Грузии в 1979 году. Затем Багапш становится первым секретарем Очимчирского райкома Компартии Грузии. На один из ключевых постов в политической вертикали страны, на должность первого заместителя председателя Совета министров республики, его назначили перед началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. А в сложные послевоенные годы Сергей Багапш занимает должность первого вице-премьера, а затем и премьер-министра республики. Сергей Васильевич достойно прошел один из самых сложных периодов в развитии абхазского государства, взяв на себя историческую ответственность за судьбу народа, который ему поверил и дважды доверил возглавить страну. После возложения цветов президент Аслан Бжаня рассказал журналистам о роли Сергея Багапш в истории Абхазии. Если кому-то можно применить в отношении государственных деятелей, выдающихся государственных деятелей, это Владислав Ардзенба и Сергей Васильевич Багапш. Это две сопоставимые фигуры. Сергей Васильевич оказался на том историческом этапе, когда он смог ситуацию создать в пользу нашего государства, именно создать. Его умение вести переговоры, его авторитет, его гибкость и принципиальность одновременно, его личное человеческое качество, душевное качество, они располагали. Он очень умело мог рассказать свои душевные переживания своей страны передать. В любом случае в переговорах ты всегда имеешь дело с людьми.
и человеческие нотки, они для всех дороги. Это он умел очень грамотно. Возрождение Абхазии, международное признание независимости, укрепление самостоятельности, жесткая позиция в отношении защиты интересов абхазского народа являлись приоритетами в работе поистине народного избранника. Сегодня подняли наши вооруженные силы частично и выдвигаемся в сторону грузинской границы. Вот. Сейчас ведем диалоги с миротворцами, стараемся сделать так, чтобы и миротворцы выполнили свою миссию, поскольку мы никогда не нарушали взятых на себя обязательств. И тем не менее, в зависимости от того, какова будет складываться ситуация в Южной Осетии, мы свое движение не остановим и будем двигаться в сторону грузинской границы. Почему? Потому что сегодня Южная Осетия, завтра Абхазия. А боевые действия могли развернуться совершенно по-другому в 2008 году. До 2008 года около 10% территории Абхазии было оккупировано грузинскими вооруженными силами. Мы эту территорию не контролировали. Только в 2008 году удалось обеспечить суверенитет на всей территории Абхазии. Исторические события. Все это было плодом мысли Сергея Васильевича Багапш, его умение убеждать наших российских друзей. И они ему доверились, и вот такая история состоялась. Поэтому, конечно, в его лице мы потеряли. Это невосполнимая утрата. Я очень часто его вспоминаю. И очень сильно сожалею, что его нет сегодня здесь вместе с нами. После возложения цветов президент Абхазии посетил часовню в родовом селе второго президента. С именем Сергея Багапш навсегда связано восстановление государственных границ Абхазии и международное признание независимости нашей страны, установление межгосударственных отношений с Российской Федерацией и другими странами. Хочу от всей души поздравить вас, всех нас, с этим историческим моментом в жизни нашей страны. Спасибо вам огромное. Мастер политического компромисса, серьезный, вдумчивый и в то же время при всем своем высоком положении Сергей Багапш никогда не давил авторитетом. Был всегда открыт, внимателен к чужому мнению. Он был доступен, прост и человечен. Сергей Васильевич всегда говорил: «Для меня самое главное – так отработать свое президентство, чтобы перед самим собой не было стыдно». И президентская должность проходит, и кресло уходит. И нужно этот срок прожить так и поработать, чтобы потом опять возвращаться сюда, к своим соседям, к своим друзьям. Шазина Ханагуа, Сергей Каджая, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. На площадке международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзенба состоялось рабочее совещание под председательством президента Аслана Бжания. В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунва, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, а также представители различных служб и ведомств и сотрудники аэропорта, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Основные темы встречи – комплексная реконструкция аэропорта и ход текущих ремонтно-восстановительных работ. По завершении совещания глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе. Президент отметил, что все работы ведутся строго в соответствии с установленным графиком. Аслан Бжания также подчеркнул, что успешная реализация проекта реконструкции Сухумского аэропорта станет значительным вкладом в экономическое развитие республики, улучшение транспортной доступности и повышение уровня комфорта для пассажиров. 6 лет дружбы. 29 мая 2018 года между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой были установлены дипломатические отношения. МИД Абхазии направил поздравительную ноту в Министерство иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом. Республика Абхазия придает особое значение взаимоотношениям с Сирийской Арабской Республикой и нацелена на дальнейшее всестороннее укрепление межгосударственного сотрудничества во имя процветания и благополучия народов двух стран, отмечается в поздравлении ноте МИД Республики Абхазия.
Вместо букинга «Островок» абхазским ательерам презентовали площадку самого крупного онлайн-агентства в России по бронированию жилья «Островок». Преимущество нового сервиса – как регистрироваться в нем, повышать продажи, привлекать гостей с помощью его агрегатов в репортаже Алики Трапш. «Островок» – крупнейший сервис онлайн-бронирования отелей в России, который предлагает более миллиона вариантов размещения в 220 странах мира. Гостиницы, хостелы, апартаменты по самым разумным ценам. Компания с Абхазией работает с 2010 года, и на ее сервисе предлагается около 2000 объектов размещения по республике. Сейчас же работа площадки онлайн-бронирования отелей «Островок» расширяется. В ходе презентации абхазским ательерам рассказали о преимуществах сервиса «Островок», как регистрироваться, повышать продажи, как привлекать гостей с помощью агрегатов «Островок». Ранее на площадке сервиса могли регистрироваться только юрлица. Теперь же такая возможность предоставляется и физическим лицам. Мы в Абхазии, в принципе, работаем, и мы здесь давно работаем, потому что это привлекательный рынок, сюда много едет достаточно гостей и из России, и из других регионов. Но сейчас мы именно сюда приехали для того, чтобы более обширно рассказать про нас, рассказать, кто мы такие, как с нами работать, и чтобы больше привлечь гостей. У нас были некоторые изменения, которые мы очень ждали, и мы сделали большой такой шаг к этим изменениям. В Абхазии есть достаточно много гостевых домов и площадок, объектов, которые не могут зарегистрироваться как юридическое лицо, и мы сейчас сделали им, расширили регистрацию как физического лица, и теперь любой объект, который не имеет какого-то юридического лица, он может зарегистрировать себя как физическое лицо и продаваться на нашей площадке. Ранее бронирование в отелях Абхазии в основном осуществлялось через сервис Booking. Система была разработана таким образом, что с ней было комфортно работать посетителям и ательерам. Но в 2022 году Booking приостановил работу в России, а уже к концу прошлого года и в Абхазии. Впоследствии у отелей Абхазии снизилась возможность высокого привлечения гостей и повышения своих продаж. Для выхода из сложившейся ситуации Министерство туризма республики обратилось к сервису онлайн-бронирования «Островок». Мы вышли на интернет-площадку по онлайн-бронированию «Островок», для того, чтобы наши объекты размещения размещались на данной площадке и продавались. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о том, что они добавили некоторые поля, которые упростили регистрацию на этой площадке для наших граждан, так как данная платформа создавалась для работы только на территории Российской Федерации. Сегодня мы презентуем данный проект у нас в республике. Мы пригласили наших ательеров, мини-гостиницы, частные гостевые дома и так далее, чтобы они воочию увидели, как это все будет работать, и ознакомились с данной площадкой по онлайн-бронированию. Безусловно, сегодня на территории Российской Федерации много площадок по онлайн-бронированию, но на них они обратно же все созданы для внутреннего российского рынка. Там есть такие поля при заполнении, которые не устраивают наших граждан, как Абхазия является независимым государством. И вот эти поля в ходе наших, еще раз повторюсь, переговоров и достигнутых договоренностей были переделаны и сделаны и адаптированы для нашего рынка абхазского. Сервис онлайн-бронирования «Островок» уникальна тем, что она предоставляет большую площадку для продаж. Уникальные технологии позволяют запрашивать доступные тарифы и размещение у сотен партнеров. Все пользователи получают персонализированные предложения по выгодным ценам. И мы сейчас именно как площадка уникальны тем, что у нас большое количество наших площадок для продажи объектов, чтобы их бронировали гости разные, и корпоративные клиенты, и туристические агентства, которые бронируют через нас, и просто гости как физические лица, как частное лицо. И мы именно уникальны тем, что мы их даем обширные им площадки, чтобы они продавали себя, их видели везде, то есть и мы являемся сейчас лидирующим OTA на российском рынке, через которого регистрируются объекты, через которого бронируют гости. У нас большое количество лояльных программ и для гостей, и для объектов размещения. Сервис онлайн-бронирования «Островок» помогает повысить загрузку и эффективность работы отеля, увеличить средний чек и совокупное количество продаж, улучшить качество обслуживания гостей. С «Островком» отели станут более эффективными и прибыльными. Алика Трапш, Абхазское телевидение.
На заседании парламентского комитета по культуре, делам молодежи и спорту обсудили проект положения о молодежном парламенте при Народном собрании парламента Республики Абхазия. В обсуждении приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба и представитель президента Баталайба. Целью создания молодежного парламента является развитие законотворческой деятельности среди молодых людей, продвижение международных межпарламентских связей и организацию взаимодействия молодежи с органами законодательной, исполнительной власти и органами местного самоуправления. По итогам обсуждения комитет одобрил проект положения и рекомендовал принять его на заседании сессии парламента. Краснодарская таможня держит на контроле временный ввоз автомобилей из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления России. В последние годы участились случаи нарушения таможенного законодательства в отношении временно ввезенных транспортных средств. С начала прошлого года таможней возбуждено 19 уголовных дел и сотни об административных правонарушениях по фактам совершения незаконных операций с транспортными средствами, временно ввезенными на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Республики Абхазия. Более подробная информация опубликована на сайте Апснапресс. Сухумская команда «Рубин» стала обладателем мини-кубка по футболу, одержав победу в очень непростом и напряженном матче с командой из Пицунды Киараз. За третье место боролись спортсмены из Цандрипша и СГБ. О лучших в абхазском футболе репортаж Кугуцы Вардания. Вот уже на протяжении 9 лет Амобайл дарит настоящий праздник всем любителям футбола. Это масштабное событие, в котором спортсмены из разных уголков республики, всех возрастов и уровней подготовки из одного коллектива, двора или просто компании друзей объединяются в футбольные команды и соревнуются за звание чемпионов. В этом году заявки побороться за кубок Амобайл отправили 60 команд, в то время как в турнире могут участвовать всего 32, поэтому были проведены отборочные матчи. Жаркие были игры, все хотели попасть в турнирную таблицу. В итоге по закону 32 команды стали участниками, и 2 недели они боролись за звание чемпиона Кубка Амобайл. Мы очень рады, что наш кубок стал доброй традицией, к которой приобщились любители футбола. Мы очень рады, что он полюбился не только участникам, но и зрителям. И из года в год на трибунах все больше и больше людей. Мы горды тем, что наш кубок стал частью спортивной жизни Абхазии и что мы смогли внести свою лепту в развитие командных видов спорта. Очень много команд изъявляет желание участвовать в данном турнире. Борьба идет, борьба здоровая. Это очень мотивирует молодых ребят, которые создают команды, и на самом деле большой интерес проявляется именно к данному виду спорта. А началась борьба за 9-й кубок Амобайл по мини-футболу зажигательными выступлениями группы «Анатрио» и группы поддержки. Все началось с борьбы за 3-е место чемпионата. На поле встретились игроки команды «Спарта» из Цандрипша и СГБ. На протяжении всей игры спортсмены не уступали друг другу. Поэтому счет в конце второго тайма составил 3-3. Все решила серия пенальти. Так футболисты из Цандрипша заняли 3-е призовое место в Кубке Амобайл и были награждены медалями и денежным призом в размере 40 тысяч рублей. Начало мы приехали только за победой, выиграть этот кубок, но в полуфинале сложилось нечто, травмы и все остальное. Сегодня без замен играли, как сами видели. Казалось, все неплохо поначалу, но эмоции переполняли вверх, усталость накопилась, и в упорной борьбе, дотянув до серии пенальти, лотерею выиграли мы. Да, капитан команды, я и представитель команды, я и собирал эту команду. Ну, к сожалению, на последних 2 матча я не смог попасть. У меня частичный разрыв связок, и как бы духом я был на стадионе. Я в 1/4 как раз вот в первом тайме я порвал связки. Я был с командой до конца. В матче за звание чемпионов Кубка Амобайл встретились команды Киараз из Пицунды и столичный Рубин.
С самого начала на поле разгорелась нешуточная борьба. 3 гола подряд забили спортсмены из Пицунды. Но Рубин не сдался и сравнял счет во втором тайме. Таким образом, счет к концу матча составил 3-3. Поэтому все решили финальные пенальти. Тем временем трибуны болельщиков не смолкали. Так, вторыми на чемпионате стала команда Киаразы из Пицунды. Спортсменов наградили медалями и денежным призом в размере 60 тысяч рублей. А титул чемпионов Кубка Амобайл достался Рубину из Сухума. Им вручили 100 тысяч рублей. Очень напряженная игра была, если честно. Соперник выложился на все 100, мы тоже выложились на все 100, но по пенальти вратарь нас выручил. Большая благодарность ему. Другая команда? Команда у нас существует давно и очень сложные взаимоотношения с Кубком Амобайл. Мы практически все турниры, которые в Абхазии проходили, в каждом хотя бы по разу побеждали, но вот Кубок Амобайл нам не давался. Брали 3-е место, были в полуфинале, 4-е, но вот до финала так не доходили. К сожалению, не все наши игроки, которые вот прошли этот путь, смогли принять участие в финальной игре, но тем не менее самое главное для нас и для всей большой нашей команды, что результат положительный для нас. Мы очень рады, все рады. Играли сегодня на морально-волевых, играли друг за друга, за себя, и спасибо большое организаторам, мы наконец-то взяли этот кубок. На протяжении всего турнира в социальных сетях Амобайл транслировались репортажи, фотоотчеты и турнирные таблицы с итогами матчей. Также у Кубка есть официальный сайт amobilecup.ru с регламентом, новостями, с фото и видеоконтентом. За время турнира образовалось целое сообщество болельщиков, которые делали свои прогнозы, выбирали фаворитов. По итогам соревнований были определены и награждены победители в разных номинациях. Начнем с номинации «Приз зрительских симпатий». Если вы подписаны на нас в Инстаграм, вы видели публикации, которые мы выставляли по ходу турнира. И вот одним из самых просматриваемых видео стало видео с игроком, с капитаном команды «Легион» Бесланом Марышевым. И поэтому мы не могли не отдать ему приз зрительских симпатий. Бесик, если ты здесь выходи. Поздравляю! Лучшим вратарем Кубка Амобайл стал Алексей Иваненко. Лучшим защитником признан Леон Вотерба. Лучший бомбардир Дикран Гудалия. Лучший игрок Кягуа Кварацкелия. Победители во всех номинациях были награждены грамотами и денежным призом 10 тысяч рублей. Впереди 10-й юбилейный Кубок Амобайл по мини-футболу. И уже сейчас организаторы готовятся удивить участников и болельщиков еще более зрелищным соревнованием. Ну а Кубок 2024 года завершился праздничными фейерверками и ликованием чемпионов. Гугут Савардания, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Энергетики Сухумского района заменили линию электропередачи по улице Ишерской в селе Верхняя Шера, сообщает Апснопресс. Работы проводились по плану улучшения качества электроснабжения населения района на текущий год. По словам директора Сухумского районного филиала Черноморэнерго Даура Читанава, протяженность линии 1 километр, установлено 24 железобетонные опоры. Глава села Натвихвардске поблагодарил администрацию района и энергетиков. По его словам, линии электропередачи давно устарели, и теперь 24 хозяйства бесперебойно будут получать свет. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в среду 29 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Местами в полдень возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 19-24. Температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.